приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в смарт-библиотеке города Якутска и узнаем сегодня в нашем выпуске, какие же дополнительные занятия проводятся для детей начальных и старших классов в стенах библиотеки. Би, еще раз би. 3 раза тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Хочу представить вам преподавателя по хамусу, да, по игре на хамусе, по таюку, Ольгу Матвееву. Ольга у нас преподает детям, я так понимаю, начальных классов, да? Ага. Угу. Сегодня вы сказали, у вас первое занятие. Вот, ага. Кто приходит к вам учиться? В основном дети, также взрослые тоже. Веду курсы по игре на хамусе, таюку, на исполнении торжественных песен, а также по устному народному творчеству. Хамус у нас именно для начинающих. Дети приходят с нулевыми навыками. И курс состоит из 8 занятий. В конце занятий мы по пройденным темам вставляем композицию. Ну, мы вот можем даже в тетрадку показать, да, сегодня вы на первом занятии что вот изучали, да? Основные части хамуса и виды ударов. Так. Это хамус состоит из нескольких частей. Это у нас кольцо хамуса, это корпус хамуса, и внешние щечки тут, внутренние щечки. Это язык, из колена язычка и язычок, чичах. Чичах. Но у каждого ребенка должен быть свой инструмент или как-то вот вы... Свой, обязательно свой инструмент. Также у нас есть якутские шумовые инструменты, на которых тоже можно, да? Да, можно. Учиться. Барабаны, текапсюри называется. И там еще есть хабарджа, джагыр, сиксир и аян. Ух ты! Ну, я думаю, мы можем сейчас еще подробно, да, остановиться на инструментах, да. Но прежде вот хочется узнать, дети все-таки из личного желания приходят сюда или все-таки больше желания родителей, да? Ну, иногда бывает, да, желание родителей, бабушек в основном. Но я заметила, у вас занятия идут исключительно на якутском языке, да? На якутском, иногда на русском тоже. Если ребенок не понимает якутский язык, тогда мы объясняем по-русски. А вот о себе можете немножко рассказать? Вы вообще сами давно обучались, да, инструментам якутским? Как вот пошли? Я выпускница. Я училась в колледже культуры и искусств, отделении этнохудожественного творчества и Арктическом государственном институте специальности народная художественная культура. И вот вы здесь. Ага. Так, ну мы видим, вот ребятки, несмотря на то, что первое занятие, уже вот в принципе уже могут звуки держать, да, правильно, да. да. Вот можно еще сейчас вот продемонстрировать, вы тоже можете, да. Маргарита, Валя, Сардана. Трунера? Турун. Так, обязательно стоя надо, да? Да, стоя надо. Так, удар девочки. спереди. Бе, б, э. Комскую удар, Валя. Тегни. Теперь удар спереди. Давайте вместе. 3, 4 и... То есть там, получается, какие-то вот звуки, да, гласные изначально. Вот как, с чего вот начинается изучение, да? Гласные звуки. Б, Б, Э, А,
О, это основные звуки. Ага, И ага. А потом? потом уже на приемы, да, это традиционные приемы. Пение жаворонка, гусиное пение, протяжная игра. Это самый сложный метод игры. Ага. Ручеек, так, табыгыр, топот копыт. Ага. Ну вот через сколько занятий ребенок может уже, в принципе, свободно научиться играть, да? Более-менее. Более-менее. Но у всех по-разному бывает. Ага. Более-менее после 5 занятий, да? занятий полного. Ну, одно занятие длится час. 45 минут. 45 минут. Ага. Как урок. Как урок. А для взрослых час. Ага. Ну и интересно пообщаться, конечно, с самими ребятами, которые пришли на занятия, да, по хомусу. Маргарита Яковлева. Маргарита, расскажи, в каком классе, где ты учишься? Я в 3 классе, я учусь в школе ЦГО, 3 А-класс. Ага, Маргарита, вот расскажи, чем тебя так привлек этот инструмент? Он меня привлек тем, что у него очень красивое звучание и Ну, красиво звучит, да? да, Ага. Раньше видела, как играют на хомусе? да, видел, И ты сама захотела, пришла сюда? да. Да? Ага. И как тебе первое занятие? Ну, оно мне очень нравится, потому что мы здесь нарисовали хумус и написали его части. Так, ага. Ну, понятно все? Да, Или, или есть какие-то нюансы? Есть сложности? Сложно вообще держать вот в зубах? Я вот, допустим, до сих пор, сколько мне лет, не умею держать правильно хомус. Как правильно держать? Можешь показать? Да, вот так вот. Так, ручки, а потом? Зубы куда нужно? Но хумус должен держаться между зубами. Между зубами. Ага. И не больно вот когда? Ну, если неправильно играть, иногда бывает немного больно. Ну надо правильно, да, играть? Ну вот в дальнейшем хотела бы уже играть какие-то мелодии, что-то такое вот более профессиональное. Да, хотела бы. Молодец. Удачи тебе. Спасибо. Камила, здравствуй. Здравствуйте. Какое платье у тебя красивое, якутское, да? Национальное. Ага. Расскажи про свой инструмент. Он у тебя откуда? От кого-то достался, да? Или купили тебе? Купили. Покажи. Расскажи, Камила, а ты сама решила научиться играть на хомусе? Нет, мама захотела, потом я согласилась, а потом начала, с 1 класса, а сейчас 2 класс, и сейчас тут учусь, а 1 класс другие учила, других в школе. А сейчас в какой школе, в каком классе? 2 В класс, а ЕГЭ. На якутском языке, да, у вас там Да, обучение проходит? да, Ага, ну ты владеешь и якутским, и русским, да? да. Ну и как тебе занятие по хомусу? Сегодня вот первый раз, да? Да, очень Поделись. нравится. Ну, я с детства хотела научиться на хомусе. Из видео разные надо учиться. Видео смотришь, да? Да, Ага. я даже в Лонхое сижу. Да? Да. И что ты там делаешь? У меня должна быть 2 персонажа, но не получилось 2 персонажа, а 1 персонаж. Ты учишь Аланхо, да? Да, Читаешь? да. Да? Ага. А можешь какой-нибудь отрывок прочитать? Да, это, не Триангл, конечно. Это
инструментку. Давай, чуть-чуть. Ой, какая ты молодец, Камила, слушай, а вот умеешь аланхо, да? Пришла учиться играть на хамусе, еще что хочешь, что планируешь? Что бы ты еще хотела попробовать? Я учусь рисовать, но художницы нету. У меня в первом классе было, но у меня не было времени, не было плавания. А сегодня вот тебе что понравилось на занятии? Тут вот это мы хумус рисовали. Так. И мы это кольца, Так. это кончик, а это резачок, это корпус, а это тоже язык, а это едость. И все. Ну, сложно на хамусе играть? Когда я была маленькая, я вот сюда зубы. Ставила, да? Да. А это неправильно, да? Да. А сейчас здесь. Вот в этой части. Да. Хорошо. А сможешь что-нибудь чуть-чуть сыграть? Ну, из моей классе это Яганга был. Молодец, Камила. Тебе удачи. И вот желаю, чтобы из тебя выросла настоящая артистка. Молодец. Все, спасибо. Ну что, с девчонками мы пообщались. Ну и, конечно, интересно узнать мнение молодого человека. Это Дима Иванов передо мной. Да? Дима, расскажи, где учишься, в каком классе? Я учусь в гимназии ЦГО, второй этаж и второй Б-класс. Ага. Дима, расскажи, ну а что тебя привело на занятия по хамусу? Ну, просто интересно. Интересно? Самому интересно, да? Ага, мама с папой никак тебя сюда не уговаривали, ни бабушка, ни дедушка. Вот ты сам захотел, да, и пришел, да? Честно? Ага, и как тебе занятие? Хорошо. Очень хорошо. Что понравилось? Все ли понятно сегодня было? Понятно. Понятно? Вот расскажи, что ты там нарисовал. Ой, как красиво ты рисуешь. Ага, а хамус у тебя откуда? Ну, купили мы. Новый Взяли. хамус, да? Ну и что, будешь дальше ходить? Да? Ага. Ну, где-то через месяц, наверное. Или потому что у меня учеба. Через месяц придешь, да? Наверное. Ага, наверное. Наверное, в выходных приду. Так, а еще на каких-то инструментах хотел бы научиться играть? На каких? Гитара это. На гитаре. И на пианино. На пианино. И это. И микрофон. И микрофон. Ага. Хочешь музыкантом быть? Да? Играть, да? На гитаре, петь. Да. А поешь? Нет. Нет? Пока нет. Да, пока нет. Ага. Но планируешь научиться. А мама с папой музыкой занимаются? Нет. Ага. Ты такой один. Первый в семье. Да. Да? Ну что ж, Дима, я желаю тебе стать музыкантом. Спасибо. Тебе Огромное. спасибо. Ну что, в классе по игре на хамусе мы также
заметили множество других инструментов национальных, да, якутских. Ольга, расскажите, чем еще можно научиться? Это инструмент джага. Звучание очень интересное. Так, Так звучит. ух ты. Ага, можно попробовать. Ага, Да? ага, это старинное. Да, старинный. Какое-то Ага. якутское. Ну, это похожее. Так, кабарджа. Мгм. Так звучит. Тоже очень интересное звучание. Ага, так. И вот такие инструменты еще. Баджаях. Так играешь. И сиксир. В основном мы их используем в исполнении народных песен как сопровождение. То есть до сих пор они как бы играют роль, да, в музыке. Ага, так. Ну и самое такое, да? Ага. длинное. Аян. Вината. Инструмент. О, Ну, правильно дышать надо. да, да. Как будто, знаете, вот, слоновый этот Ага, звук. звук слона, крик слона. Ага. Ну и этому всему тоже можно научиться ребятам, да? Здесь и взрослым. Да, можно. Еще барабаны есть Так. и псюри. По-разному звучит. Отлично. Что ж, Ольга, спасибо вам большое Спасибо. за такую интересную, да, беседу. Спасибо ребятам, желаем вам удачи. Спасибо. Ну и вам творческих успехов, конечно же, да, вдохновения. Спасибо за вашу работу. Ага. Ну а я спешу сообщить, что здесь в смарт-библиотеке также работает этнотеатр, в котором тоже занимаются дети. И сейчас вот мы подробно о нем тоже поговорим. И с режиссером-постановщиком культурного центра смарт-библиотеки Саргы Гороховой рада вас познакомить. Я. Саргы является режиссером конкретно вот по курсам актерского мастерства для детей, которые приходят непосредственно в смарт-библиотеку. Да? Это дети каких вот возрастов, начальные классы, либо не зависит. Вот в этом году, с сентября буквально, мы набрали детей. Именно вот у нас было открытие проекта «Этнотеатр» для детей. И вот набрали детей с 10 до 16 лет. И вот уже почти месяц как занимаемся, уже есть результат. 7 октября мы участвовали в сольном концерте Даяны и поставили там театрализованную постановку на песню «Кёрчах Кыга», исполнительница Анна Торохова. И вот 12 октября у нас тоже пригласили участвовать в открытии концерта, посвященной к юбилейной дате Театра эстрады. Уже есть кое-какие результаты. И вот удивительно то, что смарт-библиотека предоставляет уникальную возможность открыть детей с другой стороны. И главной целью этого проекта этнотеатра является продвижение краеведческой литературы Республики Саха-Якутия. И с помощью литературы мы, с помощью театра, волшебного мира театра, мы освещаем такую литературу, можно так сказать. Ну вот буквально вот недавно вы только открыли, да, эти курсы, и уже такие вот хорошие успехи, да? Да.
Ну, стоит отметить, что этнотеатр в прошлом году, да, имел немножко другое название, театр книги, да? Да. Его знают, как его знают. Сегодня это этнотеатр, и вот, получается, вы уже набрали туда детей, или вот люди, которые сейчас посмотрят, заинтересуются, возможно, захотят записать своего ребенка, либо дети сами пожелают. Есть ли такая возможность? К сожалению, уже набор закрыт. У нас по плану планировался набрать около 16 детей, и вот ровно сейчас их 16 получается. В прошлом году, да, действительно, у нас проект назывался «Театр книги», Мельпомена, театральная студия. И в этом году, в мае, мы участвовали в международном конкурсе призвания «Артист» в Санкт-Петербурге и заняли там первое место. И там состав жюри был, ну, они удивились, то, что вообще на базе смарт-библиотеки работает театральная студия. Вот, и как-то это слово нас окрылило. Да, окрылило, и вот насчет... Вдохновило. Да, вдохновило, можно сказать. И вот именно направление этнотеатра мне больше так импонирует. Детки не только учатся играть на сцене, да, а также они учатся играть на якутских музыкальных инструментах, кюпсюр, хомус и так далее. Уважать, сохранять свою культуру, национальную культуру. Ага. А кто занимается с ребятами? Ребятами занимаюсь я сама. Я по специальности являюсь режиссером-постановщиком именно любительского театра. Вот. Большой акцент делаем на артикуляцию речевого аппарата, так как главный инструмент актера — это его голос и тело, а также занимается спортом, гибкостью, сценический бой у нас есть, вот. Дыхательная гимнастика Стрельникова — это все мы уже обучаем детей. Вот. И до Нового года мы вот планируем поставить какую-нибудь постановку. Сейчас мы в поиске материала. Оказалось, это очень такой трудоемкая работа, что всем детям понравилось, подходило, чтобы как-то импонировало, да. Вот. И мы сейчас пока в поиске материала, пока ищем, можно так сказать. Ну что, Светлана, спасибо большое. Желаю вам с театром творческих высот, дальнейших побед. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, очень отрадно, что в смарт-библиотеке проводятся такие занятия по сохранению национальной якутской культуры. Пусть наши дети будут творческими и талантливыми.